Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Резкий рост заболеваемости коронавирусом отмечают в Якутии. Озвучим свежие данные. Пункты передержки переполнены. Председатель Якутской гордумы Альберт Семенов посетил пункты передержки безнадзорных животных. Вилюйчане – государственные деятели Якутии. Исторический зал открылся в городе Вилюйске. Айсан Николаев во время прямого эфира в соцсетях ответил на вопросы якутян. По словам главы региона, рост заболеваемости ковидом обусловлен ростом числа больных в Якутске. В городе один случай заражения омикроном. Заразность этого штамма в 3-5 раз выше. Среди заболевших ковидом 17% – это дети. Вместе с тем, никаких оснований вводить локдаун сейчас нет. Локдаун будет только если заболеваемость выйдет из-под контроля и будет превышена нагрузка на больницы, отметил Айсан Николаев. А законопроект о QR-кодах в общественных местах правительство России рассмотрит позже. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Законопроект, принятый в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма Дельта. Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство решило отложить рассмотрение закона во втором чтении, заявила она. По словам Голиковой, число суточных заражений ковидом в последние дни фиксируют на уровне, превышающем 20 тысяч. Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма Дельта. Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении. Тем временем число новых заражений коронавирусом в Якутии стремительно растет. За минувшие сутки заболели 310 человек в регионе, из них в Якутске 237. В Алданском районе 25 случаев заражения, в Нерюнгринском 13, в Чурапчинском 9, в Мирнинском 7, в Верхоянском районе 6 случаев, в Ленском и Сунтарском по 5, в Хангаласском Улусе заболели 3 человека за сутки. Между тем, от коронавируса в Якутии привились почти 75% взрослого населения. Первый компонент вакцины получили 74,96% взрослых жителей. В городе Якутске 77,6%. Среди лидеров по вакцинации Алаяховский, Нижнеколымский, Момский, Среднеколымский и Жиганский районы. В пятерке отстающих Амгинский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский район. К другим темам. Число якутян в малом и среднем бизнесе выросло на 30 тысяч человек за 2 года. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев на 4-м форуме торгово-промышленной палаты «Успешная семья. Успешная Россия» в Москве. На начало 2020 года в Якутии было 87 тысяч занятых в малом и среднем бизнесе. На 1 января их 117 тысяч. То есть за 2 года, несмотря на пандемию, 30 тысяч человек пришли в малый бизнес. Это главный и самый приятный результат нашей работы, отметил глава Якутии. 2 жителей Намского района в местности Кенкеме поймали волчицу с помощью капкана. Одному хищнику удалось сбежать. Отмечается, что почти в каждом населенном пункте района созданы бригады волчатников, которые выходят на охоту. На основании постановления главы района Юрия Слепцова охотникам-волчатникам предусмотрена премия в размере 10 тысяч рублей за одного волка. В Намском районе за 2019 год добыли 12 волков и 1 медведя, в 2020 году 14 волков и 3 медведей, в прошлом году 4 волков и 2 медведей. Председатель Якутской городской думы Альберт Семенов сегодня совершил объезд по пунктам передержки безнадзорных животных. В столице сегодня есть 2 таких пункта на Чеченко и временный в Автодорожном округе, продолжит Ульяна Шагина. Пункт передержки собак сегодня переполнен. Здесь находится порядка 1000 бездомных животных, массовый отлов которых начался в конце прошлого года. По возможности мы добавляем вольеры сейчас. Тоже дополнительно еще не закончены строим, потому что собак прибавляется с каждым днем, выпуска нет. Его в принципе-то никогда не было в это время, а сейчас, конечно, 1000 собак это много для нас. Первый раз такое.
Короткошерстных мелких собачек и щенков от холода упрятали в помещение. Остальные содержатся в вольерах или же в будках по отдельности. В конце территории особо агрессивные. Сейчас главная задача властей – расширить территорию пункта, иначе в скором времени мест на всех собак уже не хватит. На Очиченко у нас есть возможность расширения на 1350 мест. Нами ведется работа по составлению сметной документации. После расширения должно там содержаться около 3000 собак. Дополнительный пункт передержки находится в автодорожном округе. Часть отловленных собак привозят сюда, чтобы хоть как-то разгрузить основной пункт на Очиченко. Здесь, на улице, автодорожный пункт для передержки собак построили в конце декабря. Напомню, он временный до расширения пункта на Очиченко. Сегодня здесь содержится более 140 собак, но рассчитан он на 300 и даже больше четвероногих. Напомним, в Якутске пока действует запрет на выпуск собак на волю. Ежедневно в пункты привозят от 10 до 15 животных. Столичные депутаты провели уже ряд совещаний, итогом которых должны стать конструктивные предложения для внесения поправок в действующий федеральный закон о безнадзорных животных. Хотели бы внести в действующий кодекс об административных правонарушениях статью об ответственности владельцев собак с тем, чтобы не было возможности безнадзорного поведения, самоугла, изменения в части невыпуска в прежнюю среду обитания безнадзорных животных. Можно было бы строить дополнительные приюты, в том числе теплые. Нам вообще в целом необходимо пересмотреть и доработать все вопросы, связанные с безопасностью жителей нашего города. При этом в рекомендации по поправкам в федеральный закон, подготовленный столичными депутатами, не вошел спорный на сегодня вопрос о медикаментозной эвтаназии животных. Как отметила директор пункта передержки, такое умерщвление животных является одним из самых легких выходов из этой ситуации. И нужно искать другое, более гуманное решение этого вопроса. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Идем далее. Вековой юбилей отмечает жительница Якутии Матрена Гоголева. Ветерану педагогического труда, отличнику народного просвещения, учителю учителей республики, почетному ветерану системы образования Матрене Гоголевой из Усть-Алданского района исполнилось 100 лет. Ветеран с 2002 года является главой педагогической династии Слепцовых. Двое из 4 детей Матрены Семеновны и Алексея Николаевича – учителя с 43-летним стажем. Сейчас Матрена Гоголева имеет больше 40 внуков, правнуков и праправнуков. В день векового юбилея ее наградили званием «Почетный гражданин Усть-Алданского района», знаком долгожителя УЕСАС, а также передали письмо от Владимира Путина. Глава Якутии поддерживает строительство нового подземного рудника для отработки запасов одной из самых продуктивных трубок «Алроса» – юбилейной. На трубке должен быть построен серьезный и крупный рудник, особенно с учетом перспектив развития компании, развития территории, на которой компания работает. Этот рудник необходим, приводит слова Исам Николаева «Интерфакс». Как отметил глава региона, руководство республики держит в поле зрения вопрос о строительстве подземного рудника юбилейный. В Вилюйске открылся исторический зал «Вилюйчане. Государственные деятели Якутии» с применением мультимедийных технологий. Открытие исторического зала приурочено к столетию образования якутской автономии. Подробности в следующем материале. Исторический зал во Дворце культуры основан в целях изучения и популяризации жизни и деятельности и увековечивания памяти государственных общественных деятелей Якутии, уроженцев Вилюйского улуса Степана Аржакова, Степана Гоголева и Гавриила Черяева. И столетнюю историю творили многие выдающиеся якутяне из самых разных уголков нашей Якутии. И мы, вилюйчане, очень гордимся тем, что среди этих людей были и наши земляки, наши вилюйчане.
Основной задачей исторического зала является осуществление просветительской, экспозиционно-выставочной и научно-исследовательской деятельности, изучение уникального исторического опыта, формирование государственности, хранение музейных экспонатов, посвященных жизни и деятельности государственных деятелей. Мы создали интерактивный контент для панелей, для каждого из героев, для Аржакова, Гоголева и Теряева. Информацию предоставили работники музеев, разные методисты, которые мы все обобщили и создали интерактивную панель. Деятельность исторического музея связана с изучением и популяризацией истории и развития общественно-политической, социально-экономической жизни района. Она должна способствовать пробуждению исторической ответственности, чувства гордости и патриотизма среди подрастающего поколения. Анна Васильева, Никита Колесов, Вилюйский УЗ. Студентка Арктического госинститута культуры и искусств Анастасия Пшенникова вошла в список победителей всероссийского фотоконкурса «За это я люблю Россию». Она заняла 3-е место в номинации «Семейный альбом». Третьекурсница назвала работу «Морозные щечки». По ее словам, этот кадр получился не с первого раза, так как фотографировать ребенка довольно сложно. Отмечается, что работы победителей украсят выставку, организованную в московском метрополитене. Далее о спорте. Андрей Бекренев победил на чемпионате Белоруссии по вольной борьбе. Воспитанник якутской школы борьбы выиграл золотую медаль, одолев в финале своего земляка Раяна Тютрина. Схватка получилась интересной. Первый балл взял Тютрин предупреждением, но Бекренев совершил 2 прохода за спину и оттолкнул соперника за ковер, тем самым доведя счет до 5-1 в свою пользу. Тютрин во втором периоде схватки пытался атаковать соперника, но сумел вырвать 2 балла, которых не хватило, чтобы победить. Таким образом, Андрей Бекренев завоевал звание чемпиона Республики Беларусь. Для того, чтобы не позволить Раяну Тютрину приблизиться к нему, а это все-таки происходит. Пока еще выраженное не в баллах, но максимально близко. «Заря» одержала гостевую победу над одним из лидеров чемпионата России по мини-футболу. В матче 15-го тура высшей лиги якутский клуб со счетом 6-2 выиграл у московского «Спартака». В составе якутян дубль оформил Максим Юсупов. По одному результативному удару нанесли Геннадий Сергеев, Илья Чекир, Дмитрий Матицын и Сергей Сергеев. У хозяев площадки взятия ворот провели Дмитрий Ковалев и Дмитрий Волков. Для «Зари» эта победа стала 6-й в текущем сезоне. Команда идет на 6-й строке турнирной таблицы западного дивизиона, набрав 22 очка. В следующем туре якутяне встретятся с командой «Поморье» из Архангельска. Матч пройдет 22 января. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Всем спасибо. Зафиксировались еще.